не думаю, что есть, тем более, что это считается собственностью церкви и находится в ведении церкви. Плюс к этому, если на то пошло, такие шаги могут быть предприняты только в том случае, когда есть большая общественная дискуссия на этот счет и существуют реальные причины на то, чтобы изъять какую-то собственность у церкви. Таких священников высочайшего класса не существует. То есть все наши сарпазаны выше сословия церкви нашей, и в принципе они во главе с католикосом и являются не оппозиционными. Так что все остальное, так сказать, на уровне низших чинов могут быть какие-то поползновения, но это в принципе ничего не решает. Определять невозможно. Можно определить только исходя из фундаментальной, так сказать, основы церкви, которая является датастанагирк айоц. И я считаю, что мы должны обратиться к этой фундаментальной основе функционирования церкви и выявить там какие-то пункты, какие-то законы, исходя из которого можно предпринять какие-то шаги. Но насколько я знаком с этим фундаментальным трудом, ничего подобного там не существует. В течение 1700 лет, да, были такие случаи. Допустим, во времена короля Папы закрывались готаноцы, назывались, то есть те места, где содержались неимущие люди, закрывались храмовые монастыри, то есть закрывались монастыри, церкви. Да, такое бывало, но все-таки все это носило фрагментарный характер, потому что церковь 1700 лет существует, а ни одно правительство, даже унаследованное от отца к сыну, не переживает нескольких веков даже. Либо эти подробности держатся в секрете, то есть здесь какое-то тайное соглашение, предположительно. Либо они просто их не существуют, то есть когда договоренности достигались, было решено отложить уточнение этих подробностей на потом. Я сам думаю, что, скорее всего, реально второй вариант, потому что в целом у Трампа этот стиль присутствует. Если мы сейчас посмотрим, например, соглашение по сектору газа, там тоже этот прием применен. То есть достигается принципиальная договоренность, а те самые сложные пункты, которые потом нужно уточнять, вокруг которых могут быть много противоречий, может быть, они откладываются на потом. Я думаю, что здесь также тот же вариант имеет место, то есть была в первую очередь задача достичь вот этого громкого политического и медийного эффекта с заключением этих договоренностей. А вот те вопросы, которые в том числе могут генерировать противоречия между сторонами, между Арменией и Азербайджаном относительно того, как сам этот маршрут будет функционировать, в каком режиме и так далее, они были отложены на потом. То есть с какого-то момента стороны начнут это все уточнять и договариваться по этому вопросу. Что касается российской стороны, то, конечно, от вот этих модальностей вот, функционирования этого маршрута очень многое зависит в плане возможной реакции России. Конечно, в целом само по себе появление американцев в этом регионе, в этой части этого региона, оно не соответствует российским интересам. Тут объективно это так. Но это как бы, во-первых, результат процесса, который мы видим в последние годы, то есть ослабление России. И кроме того, ослабление и в нашем регионе ее позиции. И кроме того, мы видим, что российская страна довольно сдержанно реагирует. Это в том числе связано с тем, что и пока не совсем понятно, о чем идет речь. И кроме того, нет желания входить в вот такую прямую конфронтацию с Арменией. Ну и с США тоже, как мы видим, присутствует диалог. То есть на фоне этого диалога очень резкая конфронтация по вопросу маршрута Трампа, она не совсем в данный момент актуальна. Но в целом в дальнейшем, конечно, могут другие события быть. Сам по себе этот маршрут, он уже как бы представляет собой генератор конфликта между с участием США и России и Ирана в том числе, потому что он неизбежно затрагивает интересы всех этих трех стран. Ну вот здесь как раз мы подходим вот к этому вопросу, который только что затрагивали. То есть от того, как это все будет функционировать, очень сильно зависит, насколько это столкновение интересов, то есть оно объективно уже сейчас присутствует. Очень сильно зависит, насколько это присутствующее уже сейчас столкновение интересов будет жестким, агрессивным, интенсивным. Если, например, будет найдена какая-то модель, которая позволит сочетать в какой-то форме интересы России и Ирана с наличием этого коридора, то есть Россия и Иран сохранят беспрепятственный транзит через территорию Армении, и российское присутствие тоже в виде пограничников в какой-то форме будет сохраняться. Если вот какая-то такая модель будет найдена, то, в принципе, можно ожидать, что вот такого очень сильного напряжения не будет. Но вот, как я уже сказал, это пока непонятно и неизвестно. То есть это зависит от того дальнейших этапов
этапов реализации проекта. Понятно, что российская сторона хотела бы какой-то другой формат отношений. То есть вот то, что сейчас происходит в виде вот активизации отношений Армении с Западом, естественно, там не вызывает какого-то особой радостной реакции, но в то же время мы видим, что вот это уже не новость. То есть это последние годы это все продолжается, и мы видим, что российская сторона определенную модель применяет. То есть они выражают свое недовольство. Мы видим какие-то ограниченные механизмы давления, иногда в виде каких-то резких заявлений представителей МИД и так далее. Но в то же время вот такой полномасштабной конфронтации с реальным экономическим давлением на Армению не происходит. Это связано с тем, что российская страна понимает, что в итоге ее интересы еще больше пострадают в этом случае, потому что только усилится недовольство и продолжится ухудшение восприятия России в Армении, которое уже вот после 23 года есть. То есть тут как бы никаких вопросов не удастся решить глобально. Плюс в целом подводка Армении сохраняется как дружественной стране, как в стране постсоветского пространства. То есть в России всегда есть какая-то дифференциация в отношениях или с другими странами государствами. И Армения в этом смысле особое место всегда занимала. Вот мы видим, что вот эта модель, она продолжается. Конечно, есть желание, чтобы какие-то другие варианты были, чтобы Армения более активно сотрудничала. Сохраняются вот эти узлы противоречий, и тот же маршрут, и проблемы ЕАЭС, ЕС, там посол про это очень много говорил. Но в целом вот мы видим, что пока вот стабильная ситуация. То есть вот есть какое-то недовольство, какое-то раздражение, но в то же время и армянская страна продолжает маневрировать. И с Западом углубляет отношения, и с Россией сохраняет. И как вот этот курс на самом деле особо альтернатив не имеет, потому что ресурсов для разрыва с Россией просто нет. И в обозримом будущем их не будет. Но вот насколько Армении удастся вот это маневрирование между центрами силы сохранить уже в условиях реализации маршрута Трампа и так далее. Ну вот это покажет время. В принципе, есть потенциал для этого. Начиная с 2018 года, когда так называемая бархатная революция победила в Армении, к власти пришла команда необольшевиков во главе с Николом Пашиняном, она начала вести политику против всех ценностей Третьей Республики. Я неоднократно говорил, что в 2018 году советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности Джон Болтон заявил, что армянский народ и Армения должны отказаться от исторических и национальных стереотипов. И под этими историческими национальными стереотипами они имели в виду сдачу Арцаха, отказ от признания геноцида армян, союз с Российской Федерацией, а также в первую очередь особую роль армянской апостольской церкви. И то, что сейчас делает команда Никола Пашиняна, и в частности этот молодой человек, это входит в те рамки, в которых их положил в 2018 году коллективный Запад, НАТО, Турция устами Болтона. Пашинян давно уже зашел далеко, у него нету красных линий, он перешел Рубикон, и он пойдет на все, если позволит ему армянский народ и армянское общество. Поэтому я и наша партия за эти последние месяцы неоднократно говорили, что мы должны защитить нашу святыню, армянскую апостольскую церковь и католикоса от нападков этого антиармянского режима. То, что Пашинян хочет альтернативную, так называемую себе контрольную церковь организовать, это я тоже говорил. К сожалению, в истории армянского народа есть такие плачевные эпизоды. Еще в конце VI века, в 591 году до 602 года, была такая альтернативная церковь. Его организатором, основателем был император Византии. Ну, всего 11 лет эта альтернативная церковь просуществовала. И сегодня Никол Пашинян хочет в Фанаванке организовать такую альтернативную церковь, и он идет не по пути традиционной религии, традиционного христианства, а идет по пути еретика. Он себя ведет как еретик, как ересь. И эту ересь можно назвать Николовская ересь, не знаю, там, Степовская ересь, Арамовская ересь, как хотите назвать. Но церковь, армянская апостольская церковь, не только является домом веры, домом Господа для армянского народа, но и домом национальной идентичности, храмом национальной идентичности. Армянская апостольская церковь, католикос и епископы являются носителями и христианской, и национальной идеи. И поскольку Никол Пашинян и вся его власть в своей сути и антихристианская,
и антиармянское, и антитрадиционное, он идет по этому пути. Как может говорить о христианских ценностях политик, кредо которого ложь? Кредо Никола Пашиняна – это ложь. Все мы знаем. Как может говорить о традиционных ценностях человек, когда в период его правления трансгендер оказался на главном амбионе национального собрания. Так что я призываю всех граждан Армении не поддаваться на провокации гражданского договора Никола Пашиняна и быть со своим католикосом, с первопрестольным Ишмиатином и с нашим народом, с нашими святынями и с нашим Богом.